верить, что это истина. Так что, ребята, со своей стороны я всегда рад за вас. Если чем-то нужно, я всегда готов помочь. Вот с Сергеем мы обсудим, с Владом мы обсудим, с Байсал Байки обсудим, что нужно. Соревнования какие-то, там форма какая-то. Знаете, что у вас с этим проблем не будет. Поэтому от вас только тренироваться надо, пацаны, выступать, да, и добиваться новых высот. И про учебу тоже не забывайте. И чтобы не говорить, вот эти боксеры тупые, да? Давайте этот имидж бокса не портить, и в школе тоже надо оценки зарабатывать нормально. А то будут говорить, вот ребята ходят боксом, только занимаются, чисто такие бестолковые. Потом такие вот ребята, кто не учится, весь имидж боксером портит. Так что давайте менять стереотип о боксе. Чтобы говорили, о, он на бокс ходит, значит он молодец, учится хорошо. Потому что как ни крути, если ты, извините за выражение, тупой, ты будешь тупой везде. И в боксе, и в хоккее, и вообще в любой другой сфере. А если ты умный, то у тебя как минимум ты будешь хорошим в любой другой сфере. Ты везде соображать будешь. Поэтому учеба это, наверное, на сегодняшний день, как бы это ни звучало, наверное, это даже основное у вас должно быть. Если вы там что-то плохо отучились в школе, приходите на тренировку, вы не закроете тренировкой свой косяк на школе. Поэтому старайтесь и в школе, там, пусть не отличники, но нормально, чтобы учиться, чтобы стыдно не было потом тренеру за вас. Чтобы учитель не звонил ему, не говорил, вот он ничего не делает, только там по голове получает у вас на тренировку, чтобы тренеров не подставляли. Это так, я чуть-чуть поумничать уже, постарел, могу. А так, ребята, от души вам только побед. Одну фотку сделаем вот здесь. Давайте.